Добрый день, уважаемые наши подписчики. С вами Лодой Дамбакулар, член Тувинского республиканского комитета КПРФ. Сегодня позвольте мне иногда пользоваться шпаргалкой, потому что тут такая информация, которую надо иногда зачитывать. Со вчерашнего дня были различные сообщения, слухи о том, что задержаны два экс-министра нашей республики. Темир Сарыха и Айдын Тун. Сегодня уже на официальных сайтах новостных изданий вышли новости с громкими заявлениями. Темира Сарыха суд отправил на домашний арест до 8 декабря текущего года. Как сообщает прокуратура нашей республики, он суммарно получил 400 тысяч рублей взяток от сотрудников региональной авиалесоохраны за общее покровительство деятельности организации в кавычках. Расследование продолжается. Тут примечательно еще одно. Водитель, который совершил автоаварию с 5 погибшими в Лукемском Кажуне, являлся сотрудником регионального авиалесоохраны. Невольно напрашивается вопрос, за эти 5 жертв он, Темир Сарыха, как министр, должен ли отвечать? Если он брал от сотрудников того же ведомства деньги за покровительство, он должен был закрывать глаза на их проступки. Ведь на нарушение трудового законодательства он должен был как бы закрывать глаза. Ведь получается как? С его молчаливого согласия водители авиалесоохраны могли выезжать на рейс пьяными, получать от работников деньги за лояльность. Это тоже мне непонятно. А на что трудовое законодательство, должностные инструкции, штат кадровиков министерства, штат кадровиков того же авиалесоохраны. А чем они занимались, если министр решал, кому работать, кому нет? Надеюсь, следствие все расставит на свои места, а суд вынесет справедливое решение. А Айдын Тун, экс-министр сельского хозяйства нашей республики, задержан по подозрению в хищении 10 миллионов рублей из средств, предусмотренных на реконструкцию оросительной системы муниципальных образований нашей республики с августа по декабрь 2010 года. Каждый житель Тувы уверен, что он считает нашу республику сельскохозяйственной. И правительство республики Тува принимает различные меры поддержки сельскохозяйственников, сельского хозяйства как отрасли экономики. Кроме федеральных программ, нашим правительством принимаются различные губернаторские проекты, направленные на поддержку сельскохозяйственных производителей, аграриев. Немалые деньги идут в этот сектор экономики. СМИ и общественность, я считаю, не обратили особого внимания на очень важное сообщение прокуратуры Республики Тува от 6 октября 2023 года. На официальном сайте прокуратуры сообщается, что исполняющий обязанности прокурора республики Владимир Большунов утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя подрядной организации, совершившего хищение более 17 миллионов рублей. Они были предназначены на строительство комплексной, компактной застройки из 14 жилых домов в селе Актал Чедыхольского Кажуна. Согласно сообщению прокуратуры, это произошло в период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года. Ответственным руководителям нашей республики хочется обратиться. Ведь сельское хозяйство для нашей республики – это одно из основных отраслей экономики. Он должен быть нашим локомотивом. Однозначно мы его должны развивать. Но только с честными, трудолюбивыми, порядочными, болеющими за свое дело руководителями. Только эти два эпизода из Министерства сельского хозяйства, которые мы узнали сегодня, нанесли ущерб на более чем 27 миллионов рублей нашей дотационной республики.
Хочется обратиться также к молодым руководителям или желающим, кто хочет стать молодым руководителем, чтобы они работали от сердца для своего народа, для населения, для того, чтобы наша республика развивалась в такое трудное время. И хочется, чтобы вот в таких новостных заголовках их имена, их ведомства, их фамилии не печатались, не выходили. Например, как арестован там руководитель такого-то ведомства за хищение, за коррупцию. Хочу пожелать, чтобы все руководители нашей республики работали для народа, для республики, без коррупции, без скрытых каких-то мотивов. С вами был Лодой Дамбакулан. Спасибо за внимание. До свидания.